Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Существует мнение, что только дорогой салонный уход на постоянной основе может придать коже лица здоровый, ухоженный и сияющий вид. С таким утверждением трудно спорить, но наверняка здесь не все так однозначно. О том, как поддерживать красоту и здоровье кожи дома, какие салонные процедуры нужны каждому, мы поговорим с нашей сегодняшней гостьей, врачом-дерматологом, косметологом, директором клиники New Age Татьяной Акуловой. Добрый вечер, Татьяна Петровна. Давайте немножко расскажите о профессии в целом косметолога, что для этого нужно, какие получить соответствующие образования, документы, и все-таки что может делать врач, а что может делать медицинская сестра. Врач-косметолог, он должен иметь высшее образование, также он должен получить сертификат дерматолога, и в последующем он должен получить сертификат по первичной переподготовке по косметологии. Врач выполняет сложные манипуляции. Это ботулинотерапия, мезотерапия, контурная пластика, нитевой лифтинг. Медицинская сестра также имеет образование, но у нее среднее медицинское образование и курсы по косметологии. Медсестра, она называется косметолог-эстетист, выполняет уже более попроще процедуры: чистка лица, уходовые процедуры, массаж, пилинги, некоторые аппаратные. Говорят о том, что медсестры не имеют права колоть. Они имеют право колоть только с разрешением и назначением доктора. Такие мезотерапию они имеют право делать. А что, допустим, они уже не могут? Вот пациент, допустим, может насторожиться, если что-то начинает проводить медсестра. Ботулинотерапию она не имеет права делать, контурную пластику не имеет права, нитевой лифтинг тоже не имеет права. А вот как обычному обывателю понять, кому ему обращаться с проблемами кожи? К дерматологу или к косметологу? Как я уже ранее сказала, косметолог для того, чтобы получить свое образование, он должен и закончить институт, и закончить ординатуру по дерматологии. Соответственно, что все проблемы, заболевания кожи может лечить как дерматолог, так и косметолог. А также косметолог еще борется с последствиями этих заболеваний на коже. То есть он устраняет проблемы рубцы, постакне, пигментацию, ну и многие другие, а также и возрастные изменения. Последние, наверное, годы, наблюдаешь в социальных сетях, и в целом в диалоге в женской среде, и понимаешь, что для многих женщин поход к косметологу, наверное, это стало нормой жизни, и на постоянной основе они посещают данного специалиста. Так ли это? Может быть, все-таки такое впечатление создает в связи с развитием социальных сообществ различных. И, на ваш взгляд, как часто необходимо посещать косметолога? Это все зависит от проблемы, от возраста пациентки, и часто не обязательно. Возможно даже подобрать хороший домашний уход, периодически приходить на профилактические чистки лица, и этого будет достаточно. Самое главное — нашу молодость сохранить, качество кожи сохранить, чем нежели потом лечить какие-то проблемы на нашем лице. Ну вот вы сами замечаете, что есть постоянные, например, клиенты, которые... Да. И есть ли увеличение этих пациентов? Есть. Но вот все-таки, если, допустим, явных проблем с кожей лица там, или с другими участками кожи, рук нет, нужно ли вообще в целом обращаться к косметологу или не надо? К косметологу нужно обратиться для того, чтобы провести диагностику кожи, назначить специальную уходовую косметику и порекомендовать, какие мы можем процедуры делать. Потому что как бы молод человек не был, он все равно взрослеет и становится старше. Поэтому сейчас косметология направлена на профилактику возрастных изменений и борьбы с проблемами кожи. Ну вот, допустим, у нас на севере, это хорошо обращаешь на это внимание, особенно зимой, кожа достаточно сухая.
Да. Вот какие, возможно, советы есть, такие практические, которые можно применить в домашних условиях, или обязательно надо к всем и каждому обращаться к специалисту? Да, а особенно когда у нас идет отопительный сезон, и в квартире в нашей тепло и сухо, а на улице минус, да, приходят женщины и просят кожу увлажнить. А для этого мы производим курсы мезотерапии или какие-нибудь аппаратные методы, ну, неинвазивные, для того, чтобы подпитать и увлажнить кожу на данный период времени. Мгм. А вот если это делать в домашних условиях, что А может помочь? в домашних условиях это все-таки хорошая косметика. Мгм. А вот на что надо обратить внимание при выборе косметики? Ну, если без указания каких-то брендов, вот что должно, например, быть в составе для того, чтобы увлажнить кожу? А, в составе лучше всего обращать внимание на профессиональную косметику, потому что в профессиональной косметике имеются активные ингредиенты, которые глубоко проникают и хорошо справляются с теми или иными проблемами. В зимний период времени, перед выходом на улицу, я пациентам рекомендую наносить питательные крема. А вечером уже можно воспользоваться по желанию человека сывороткой или увлажняющими кремами. Летом наоборот, даже не наоборот. Летом мы отдаем предпочтение более легким текстурам. Это сыворотки, увлажняющие крема, а зимой так. Мгм. А вот, ну, опять же, я просто не погружен в тему, допустим, косметологии, не разбираюсь, какие там Мгм. питательные, увлажняющие крема. Ну вот на коробке там написано вроде бы питательный, да, состав смотришь, а что там он Мгм. питает, и не ясно. Вот как понять, действительно ли он питательный или же, он, допустим, увлажняющий? Ну вот для того, чтобы не было таких сомнений, нужно давать предпочтение профессиональной косметике. Профессиональную косметику должен назначить косметолог, потому что более дешевые компоненты, они могут обманывать. То, что написано на коробочке, не факт тот, что это есть внутри. Мгм. Поэтому пока кожа молодая, этого незаметно. Кожа не будет страдать и не будет не будет проявляться сухость на ней. А вот уже с возрастом, да, вот это дешевый сегмент косметики, он не очень благоприятно отражается на нашей коже. Он большая часть, я так понимаю, для широкого потребителя и, Да. ну, по-простому свербить деньги. А рынок косметологических услуг, он сейчас достаточно широк, Широк. он предоставляет различные виды направлений, в них можно запутаться. Вот на ваш взгляд, с учетом вот такого огромного перечня услуг, предоставляемых Мгм. нашими салонами, на какие надо обратить внимание в плане рисков? И вы бы даже бы не советовали, вот увидев это название, обращаться за таким методом оказания помощи? Когда ты хочешь пойти обратиться в какую-нибудь клинику косметологии, в первую очередь нужно обратить внимание, есть ли соответствующие документы у этой клиники, есть ли все сертификаты у сотрудников, которые работают. Сейчас это все прозрачно, все доступно, не нужно никуда звонить, ходить, что-то просить. Все открываешь на сайте подробная информация. А, Я дам несколько советов нашим зрителям, прежде чем сделать такой шаг в выборе врача или клиники. Можно зайти в интернет, на сайт и убедиться в том, что клиника работает правильно. И по поводу препаратов, аппаратов, все то же самое можно легко открыть в доступе в интернете, и прочитать, ознакомиться. Да, на самом деле сейчас очень много и процедур, аппаратов и препаратов, как это называется, серый рынок. Это да, это наша беда. Беда врачей и косметологов, и пластических хирургов. Ну, вот мой совет нашим зрителям, прежде чем пойти, нужно убедиться в том, что клиника работает правильно, на правильных препаратах, на правильных аппаратах.
Ну, для зрителей немножко поясню. Есть сайт Росздравнадзора, в котором указан реестр медицинских организаций и выданных лицензий на оказание медицинской помощи. Там это очень легко все проверяется, или по ИНН, или по названию юридического лица, который осуществляет медицинскую помощь. Иногда просто бывает, что клиника может называться там, к примеру, Виктория, да, а само юридическое лицо, оно будет называться, например, там Парус. И, конечно, выдается все на юридическое лицо, поэтому тоже тут надо обращать внимание. Ну а сертификаты специалистов, они все выкладываются на сайте клиники, которая обязательно должна иметь соответствующую вкладку на своей официальной странице в интернете. Таков порядок оказания медицинских услуг, и потребители должны об этом знать. Вот если по проблемам, да, которые чаще всего беспокоят наших очаровательных девушек, вот есть какие-то запросы там, ну, вот у молодых девушек или у наших женщин постарше, вот в чем разница в том, что они хотят? Молодые девушки обращаются с сужением пор. А старшие девушки уже обращаются за лифтингом, за четким овалом. Поэтому и тем мы можем предложить решить проблему. То есть большей частью всех беспокоит одна только часть тела — это лицо. Да, ну, чаще всего. Но обращаются еще по проблемам тела тоже. А вот проблемы тела какие чаще всего волнуют? Похудеть. Похудеть? Все хотят быть стройненькими, красивенькими. Получается ли похудеть? А, Как я всегда говорю нашим пациентам, что это должен быть в первую очередь ваш стимул, ваш мотиватор, ваше желание. А мы уже помогаем. А вот какие методы помощи есть, допустим, при похудении? А, Аппаратные, также инъекционные. Ну, аппаратная косметология в части по телу, она пользуется большой популярностью, потому что там буквально за один сеанс пациент встает и минус килограмм. Мгм. Прям не знаю, вот. Чудеса какие-то. Да. То есть вы хотите сказать, что человек может прийти и минус килограмм, а потом этот килограмм тут же набрать, покушав? Да, конечно, может. Ага. Просто что человек хочет, что хочет девушка? Хочет ли она дальше худеть, либо она хочет пойти и закушать это все пироженкой? Ну, здесь нужно. Вот насколько сохраняется эффект после, вот, например, аппаратного лечения? Здесь нужен курс для этих процедур. Мгм. Потом поддерживающие процедуры нужны. Вот сколько максимально удается сбросить? Я говорю, что это Ну, вот все от килограмм, желания. Вот на вашей практике сколько было, например? 5 килограмм это точно. Мгм. Ну, это я к тому, чтобы вот как мотиватор, да, то есть все в ваших руках, вот 5 килограмм, в принципе, на аппаратном лечении можно сбросить. Да. А вот, к примеру, уже инъекционные, там, мезотерапия, я так понимаю, да, один из методов. Вот, а там какой результат бывает? И от чего он, опять же, зависит? Но мы не работаем или-или, да, у нас все идет в комбинации. Поэтому сказать, кто из них лучше, не могу. Все хорошие Мгм. методы. Вот на практике, вот если, опять же, в комбинации, да, и аппаратная, и мезотерапия, Мгм. вот сколько сбрасывали? 10 было? 15? Ну вот нет, они уже пропадают, радуясь своим успехам И потом опять приходят, когда опять эти вернулись, да? через какое-то время, да. Сколько, год, Ну полтора? нет, они не возвращаются уже к своему прежнему весу. Они все-таки стараются, очень тяжело сбрасывать вес, поэтому стараются не возвращаться к прежнему своему состоянию и приходят периодически на поддержку. Вот как специалист расписал, через сколько должен подойти, так и подходят. Мгм. В этом плане наши пациенты послушные. Сколько времени обычно уходит на это? Месяц, два, три? 2 месяца и потом поддержка. Мгм. Это надо каждый день, я так понимаю, ходить? Нет. Кому-то мы можем начинать 2 раза в неделю, потом переходим на 1 раз в неделю, 1 раз в 2 недели, далее 1 раз в месяц.
Мгм. И можно, в принципе, добиться эффекта. Но опять же, Да, само да. желание. Но это, вот Это все зависит от изначального состояния Мгм. и желания. Это вот по женщинам. А мужчины вообще обращаются? Мужчины, да, это наш любимый пациент, наши мужчины. Для мужчин у нас специально разработаны программы. Стараемся работать, чтобы меньше было реабилитации, чтобы следы косметолога на лице у мужчины не было, чтобы сделать процедуру максимальный эффект, выйти красивым и надолго. Сейчас, кстати, это очень популярно стало у мужчин, и очень много молодых ребят к нам обращаются за профессиональной помощью для лечения акне. Вот, это как раз мой был следующий вопрос, потому что эта проблема, наверное, ну, вот очень сильно касается и молодых ребят, Мгм. и девчат. Мгм. Вот акне, последствия вот, и гормонального роста у молодых людей, и потом проблемы с кожей. Вот какие методы вы применяете лечения, и есть ли какой-то такой универсальный рецепт, чтобы предотвратить это? Акне — это хроническое заболевание. Сколько лет продлится это заболевание, очень сложно сказать. Да? Может год, два, а может и 20 лет с ним придется бороться. Наша задача — перевести максимально в длительный период ремиссии. А, Мы собираем анамнез, проводим консультацию, назначаем анализы, назначаем лечение. Если нам нужно дополнительное привлечение смежных специалистов, таких эндокринолог, гинеколог, гастроэнтеролог, мы рекомендуем нашим пациентам, и они у нас находятся на длительной терапии. Мы назначаем как средства а, аптечные, также и профессиональную косметику. М. Ну, Ага. я скажу, что молодые люди, они более усердные, и больше результата у подростков, мальчиков, хороших результатов. Мгм. То есть мальчики подходят ответственно к Да, ответственно. Прям уважение им. Ну вот если, допустим, проблем с кожей, допустим, таких сильных нет, да? Мгм. Но у молодых людей, и вы об этом говорили в одном из ответов на вопрос, расширены поры. Вот Мгм. хотят исправить это. Возможно? Поры — это генетически детерминированное состояние. От расширенных пор вообще практически избавиться невозможно. Это как разрез глаз, форма ушей. Но поддерживающие процедуры, которые не будут способствовать а, сильно расширенным порам, мы можем предложить. Это также поддерживающий курс процедур. Может быть, это пилинги, может быть, это мезотерапия, может быть, это какие-то аппаратные методы. Мгм. Вот с какого возраста вы бы порекомендовали ходить к косметологу? Чем раньше, тем лучше. 5 лет? Нет, нет, это имеется в виду уже ближе к 25 годам. Мгм. Потому что первые пациенты наши чаще всего это вот уже возраст после 25 лет, когда происходит начало возрастных изменений, которые мы видим первые мимические морщинки в области глаз. Это и у мальчика, и у девочки, я так понимаю. Девочки Девочки. чаще, да. Значит, они чаще смеются, чаще улыбаются. Да. Это радует, что наши женщины счастливы. Мгм. Что касается вообще в целом вот уходовой косметики, вы затронули эту тему в плане выборов кремов, но я вот слышал, есть такой термин космецевтика, по-моему, да? Космецевтика, Вот да. что означает это? Космецевтика — это вот был сформирован на стыке двух сфер. Это косметология и фармакология. Это косметика, которая имеет более глубокое проникновение, и у нее активность составляет до 98%. Там все активные ингредиенты, которые способствуют убрать ту или иную проблему, либо ее предотвратить. Но эту косметику желательно назначать, чтобы назначил вам косметолог.
Для этого можно произвести диагностику кожи и сделать подбор, потому что космецевтика, она такая своеобразная, и косметологи не просто вот возьмите вот этот флакончик или вот этот флакончик. Для того, чтобы начать работать в той или иной фирме, мы проходим специальное обучение, и даже не одно обучение, для того, чтобы потом грамотно научить пользоваться этой косметикой наших пациентов. И мы хотим, чтобы пациенты к нам возвращались с хорошим результатом. Ну вот, если уже так уйти в глубину вопроса, да, вот чем занимается косметолог, и вы тоже немножко затронули этот вопрос. Вот приходит, допустим, девушка, да, хочу там подтянуть кожу лица. Мгм. Вот какие шаги ей нужно предпринять, чтобы достичь этого эффекта? Вот прям поэтапно. Вот сначала она пришла, дальше что происходит? М. Ну, когда приходит молодой пациент, с ним а, намного проще работать, потому что там возрастных изменений нет. Там достаточно назначить курс каких-нибудь мезотерапий, аппаратную косметологию, и все, будет вам счастье. А когда приходит уже девушка старше, там уже нужна серьезная подготовка и такой серьезный комплекс процедур для того, чтобы сделать лифтинг лица. Ну, давайте представим, что я вот женщина бальзаковского возраста. Вот я к вам пришла. Мгм. С чего вы будете начинать со мной беседу? Так, нам нужно будет обязательно с вами сделать чистку лица. Вот сколько это времени займет? Чистка лица, один сеанс, Вот 1,5 часа. 1,5 часа? Да, Что это 1,5 делает? часа. Вот для тех, кто вообще не понимает, первый раз боится еще, чтобы понимание было. Это уходовая процедура. Существует несколько видов чисток, и вакуумные, ультразвуковые, и ручные. Поэтому все в зависимости от того, что мы видим на лице. Мгм. Какие проблемы. Вакуумная чистка, она очень хороша. Она практически без реабилитации. Ее можно делать на выход. За счет того, что еще проникают различные активные вещества, кожа становится светлее, увлажненнее, такой заметно чище, чтобы убрать все нежелательные пятнышки на лице. А, Ботулинотерапия нам очень помогает хорошо и с профилактикой, и с устранением мимических морщин. Обязательно увлажнение, питание, которое доносится посредством иглы в нашу кожу. Сейчас аппаратная косметология, она очень хорошо шагнула, и мы можем делать процедуры, которые без реабилитации, и не выводить нашу женщину, нашего пациента из рабочего строя. Поэтому пользуемся так. Вот, опять же, да, я такой человек дотошный сегодня, да? Курсом, да. Вот нужно курс. будет делать это курсом. Допустим, нейропротеин, это ботокс, он делается 2 раза в год. Больно? Ам, Неприятно. Ну, Какие у ощущения? нас же все по любви. Поэтому если человек, у нас специально создаются анкетки, мы спрашиваем, как вы переносите боль. Если нужно, мы обязательно нанесем анестезию до этой процедуры. Мгм. Поэтому Что человек чувствует, это не когда больно. возят ботулотоксин? М, Онемение, Ну, какое-то расширение. нет, онемение будет только если мы нанесем аппликационную анестезию, а так Мгм. онемения нет. Мгм. Мгм. А вот какие ощущения, что потом растягивается, мышцы где-то Ну, вы сковываются? вообще ничего не чувствуете. Вообще ничего. Вообще ничего. Мгм. Да, То есть человеку можно не бояться этого. вообще, да. Название-то страшное. Да. Вот. Нет, им же давно уже работают, поэтому он применяется не только в косметологии, он же очень широко применяется во всех специальностях по назначению.
А вот по поводу аппаратного лечения, там вот вы сказали такое слово, на выход можно работать. То есть после процедур человек может сразу... Сразу можно. А есть, значит, и обратная сторона медали при некоторых. Это, значит, наверное, лицо красным становится, да, Да, и какое-то время нужно на реабилитацию. да, да. При каких Когда процедурах? пациентка приходит на консультацию, пациентка или пациент, мы обязательно разговариваем. Мы составляем план наших процедур, что мы будем делать, спрашиваем, насколько человек может выпасть, посидеть дома, и от этого уже зависит наш план. Я вообще люблю лазерные пилинги. Лазерный пилинг — это зимняя процедура, она проводится осенью, зимой, и мы снимаем поверхностный слой кожи. За счет этого активно вырабатывается коллаген, эластин. Кожа становится более ровной, светлой, упругой. Уменьшаются мимические морщинки. Вот вы говорите про лазерные пилинги, по-другому называют лазерная шлифовка. Лазерная шлифовка, да. Пилинги тоже бывают нескольких уровней. Когда пациент приходит первый раз, ну, соответственно, мы не будем его прям жарить в мясо, да. Ой, извините за такое, Ничего. за такое выражение. Соответственно, мы начинаем все с легких подходов, с легких шлифовок. Это называется теплый пилинг. В разных аппаратах это называется по-разному. И первый этап, и второй этап. Есть и теплый, и поверхностный, и срединный, и глубокий. Вот так вот. Если, ну, это в каждой компании, каждый аппарат, он по-разному называет свою процедуру. Мгм. Вот вы сказали, что лучше делать зимой. А есть какая-то разница? Вот какие-то процедуры летом, какие-то зимой можно проводить? Летом мы чаще всего проводим менее агрессивные процедуры, а осень-зима — это, конечно, любовь к агрессивным процедурам. Подробнее. Вот легкие это что? И агрессивные. Легкие — это чистки, уходы, массажи. Также хочу сказать, что обязательно перед летом, потому что у нас очень короткий же а, купальный сезон, да, и когда у нас только первые лучики солнца, и мы все побежали наслаждаться нашим солнышком. Но мы забываем о том, что нужно провести подготовку к пляжному сезону лица, шеи, декольте. Нужно запастись косметикой, которая будет тебя защищать, чтобы потом нам осенью не лечить пигментацию. Мгм. А вот что касается еще такой процедуры, как вот вы говорили там про мезотерапию, значит, Мгм. там про, ну, в целом, вот когда уборка жира, но вот есть же еще, когда что-то там подтягивают нитями, по-моему. Мгм. Вот это в каких случаях применяется? М. Ну, в любых. Ну вот, например, вот с чем человек должен подойти, что его начинает подтягивать? Нечеткий овал. Ага, то есть это только лица касается. Нечеткий овал, носогубные Мгм. складки. Можно использовать это для улучшения качества кожи и на теле. Мгм. Мгм. А эти нити-то потом куда-то деваются? М. Есть нити рассасывающие и Мгм. не рассасывающие. Вот мое предпочтение, я люблю рассасывающие нити. А Для потом, того, значит, все чтобы упадет? Нет, для того, чтобы не усложнять работу наших пластических хирургов в дальнейшем. Хотя опытный пластический хирург, когда он начинает делать пластическую операцию, если он сталкивается с ниточкой, он ее убирает, да. Но вообще я люблю рассасывающие нити. Сейчас очень много видов рассасывающих нитей. Но опять же, повторюсь, самое главное, чтобы у всех нитей было регистрационное удостоверение, которое разрешает работать именно с этими нитями. Мгм. Нить через какое-то время она рассасывается, и все. Повторять эту процедуру, ну тоже от изначальной ситуации можно через год, полтора, два, в некоторых случаях даже через 3. Мгм. То есть эффект все равно уходит потом. Да. Мгм. Мгм. Насколько вот эффект после нити есть? Ну вот На год? Ну, вот в в зависимости от зависимости от того, что да, какую мы зону, какое количество нити, что мы преследуем, иногда мы делаем такой комплексный подход. Вначале мы армируем ткани, а далее мы приступаем к лифтинговым методам.
А вот в домашних, опять же, условиях, да, некоторые покупают различные аппараты, ну, вот, микротоки, например, Дарсонваль тот же самый, до сих пор очень популярен и в медицинских организациях. Вот насколько они эффективны и для чего они используются? Ну, дарсонвализацию я назначаю пациентам сама, если я спрашиваю, есть у вас дарсонваль или нет, я объясняю, как нужно пользоваться в домашних условиях. По поводу аппаратов, которые продаются для лица, ну, нужно понимать, да, что просто вот прийти в магазине и купить аппаратик для лица, которым ты будешь выполнять омолаживающие процедуры, там мощность небольшая, и, соответственно, эффекта такого, как в кабинете у косметолога, ты не получишь. А, И пациенты молодцы, они сами спрашивают, проводим мы ту или иную процедуру, и пациентка говорит, а у меня есть тот или иной аппарат, когда мне можно им начинать работать. И пациенту я объясняю, что ты можешь начинать тогда-то, тогда-то. Может быть, это завтра, может быть, это через месяц, может быть, это через полгода. Все от ситуации. Ну, вот, а вы лично, да, как врач, какие сами процедуры проводите? И есть ли такое понятие, ну, гарантия от услуг, что да, ну вот месяц точно будете красивы, а потом, ну, тут как посмотреть. Ну, примерно вот все, что касается расширенных пор, а, когда проводим те или иные процедуры, я пациентам говорю, да, вот этого эффекта сужения пор вам примерно хватит на месяц. Через месяц я вас жду на повторную процедуру. Сама я очень люблю пользоваться косметологическими процедурами, и наши правила все нужно пробовать на себе для того, чтобы это потом объяснить пациенту, какая реабилитация, какие ощущения. Мгм. У меня часто задают пациенты вопрос, когда я им делаю ту или иную процедуру на аппарате: Татьяна Петровна, а вы себе делали это? Я говорю, в первую очередь, все, что я делаю вам, эти аппараты я выбираю как для себя. Поэтому Мгм. То есть эксперименты на себе ставите? ну, не скажу, что это эксперименты, потому что мы работаем на аппаратах, которые имеют регистрационное удостоверение, но опробируем все на себе. Бывало такое, что вот попробовали и что-то не очень, не тот эффект, который прописан? Самое главное, ну, в смысле не тот эффект, недостаточный Да. эффект. Ну, конечно, когда мы начинаем работать, с маленьких и режимов. Потом дальше мы начинаем уже набирать обороты. Набивается рука, набивается практика, опыт. Поэтому А вот по кремам тоже, ну вот пощупали, ну вот вроде попробовали, а не помогает. ту косметику, которую мы покупаем для работы, в первую очередь, опять же, мы берем, да, и пробуем и тестируем на себе. Ну, то есть были такие моменты, что не подходило. Не подходило, да, и мы отказываемся. Чтобы не тратиться уже на большую сумму и не разочаровывать наших пациентов, да, мы пробуем на себе. А были такие случаи, когда косметика вызывала аллергические реакции? М. Вы знаете, даже самая хорошая косметика может вызвать аллергию. Это вот, может быть, зависит от каких-то компонентов, которые находятся, и сам человек тоже. Ведь мы же живем, и мы же не знаем, мы каждый день же не бегаем и не сдаем анализы, какая же у меня аллергия на сегодняшний день. Поэтому, да, конечно, такие случаи тоже бывают. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня вечером в студию, поделились своими мыслями, теми идеями по развитию косметологии, то рассказали более подробно, как это все проходит, чтобы наши девушки, в том числе и мужчины, которые являются, как вы сказали, у вас лучшими клиентами, Любимыми. любимыми, и не боялись, приходили и получали массу удовольствия от общения с косметологом и потом последующий эффект от этой работы совместной. Желаю всем, конечно же, успехов в работе, еще больше счастливых клиентов. Я напомню, что у нас сегодня в студии был
был врач-дерматолог, косметолог, директор клиники New Age Татьяна Петровна Акулова. Еще раз ей спасибо за посещение нашей программы. А вы смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Всего вам самого доброго и, конечно же, здоровья.